Добровольческие многонациональные батальоны из Татарстана. Как служат и дружат бойцы на передовой. Победили безработицу, получили кадровый кризис. Есть ли выход? Кто такие жизнелюбы и кому старость точно в радость? Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире 7 дней, в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Многие говорят, девушкам на войне не место, наоборот, ведь никто не просил тебя туда приезжать. Кто решил сделать это дело, так что дерзай. Ее история не оставит равнодушным. Марта Макарова, участница СВО. Ее выбор – защищать Отечество. Увеличивается количество нехватки педагогических кадров, нам надо что-то делать. Если вы хотите иметь хорошего специалиста, его надо со школьной скамьи подбирать. В чем причины кадрового кризиса? Утолит ли кадровый голод целевое обучение? Наша сила заключается в том, что мы до начала игры анализируем все. Нужно всегда показывать уровень, держать себя на высшей планке вот этого мастерства. Идем на рекорд. Почему победа не может быть дежурной и как выиграть 3 трофея за сезон? Двум категориям контрактников выплатят единовременную выплату в размере 305 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он вступил в силу с 26 октября и будет действовать до 31 декабря этого года. К первой категории относятся мобилизованные, заключившие контракт о прохождении службы в рядах вооруженных сил России после 31 августа этого года. Ко второй категории относятся граждане, решившие заключить контракт в военных комиссариатах Татарстана либо в воинских частях, дислоцированных в республике во время прохождения срочной службы, также после 31 августа 2023 года. Этим летом в Казани был создан Центр по оформлению граждан на контрактную службу «Батыр», чтобы упростить сбор всех документов и медицинских анализов. Ранее весь процесс мог занимать в среднем от 1 недели до месяца и более, если была необходимость в восстановлении документов. Сейчас все можно сделать за 1 день. Чтобы подписать контракт, достаточно прийти с паспортом в центр, со всеми остальными документами помогут сотрудники «Батыра». Но главное, конечно же, не выплаты, а безопасность нашей страны, ее будущее. Именно об этом каждый раз говорят действующие участники специальной военной операции из Татарстана, с которыми с декабря прошлого года неоднократно встречались на боевых позициях журналисты нашей программы. Специальный репортаж с передовой моих коллег Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова. Товарищ генерал, треугольники. Да ну? Да. Сами спекли. Сами. Сегодня С утра спекли. Спасибо. Что берите? Купить эшпишмах или чак-чак в Донецкой республике пока еще негде. Но попробовать, как оказалось, можно. Делегацию из Татарстана наши бойцы всегда ждут с удовольствием. Это все специально сделано, подготовились. Татары народ гостеприимный, мы нижегородцы тоже. Феликс, родом из Нижегородской области, с марта этого года служит в именном батальоне, сформированном в Татарстане. Младшего брата, говорит, мобилизовали, а его не взяли по возрасту. Пришлось идти добровольцем, чтобы не было обидно. У нас сейчас батальон, он, можно сказать, многонациональный. Казань, естественно, Татарстан, то есть, с Нижегородской области у нас несколько человек, с Бурятии несколько человек. Все мы братья, то есть, и все друг друга так и называют. В целом, рад, доволен. Коллектив хороший, большой. Друзей теперь на всю республику. Батальон единый у нас. Здесь нет, никто ничего не делится по национальным признакам, я имею в виду. А делятся только наоборот хлебом, водой, делятся патронами, боеприпасами, которые делятся. Вот это да. Командир подразделения родом из Ижевска. В зоне проведения специальной военной операции больше года. Служил в саперном полку, а с недавнего времени в именном татарстанском батальоне. Бойцы батальона все обстреляны. Еще даже с первого набора тут очень много народу, которые все, можно сказать, так, фронтовики. Сейчас приходит уже молодежь, они опыт передают. Мои деды воевали с фашистами. Здесь не фашисты, но националисты точно. Поэтому находиться в тылу, я думаю, что... пока еще силы есть. Думаю, что можно помочь Родине, отдать долг, так сказать. В татарстанский батальон хотел и попал. Почему? Сам с Татарстана, все равно Тимир, Алга,
так сказать. У меня на гражданке была, нормальная работа, нормальная зарплата. 23-й год наступил, я захотел что-то поменять в жизни. И пришел сюда. Это редкий случай, когда в одном месте в одно время встретились бойцы двух добровольческих батальонов из Татарстана. Один расположен в Запорожской области, другой побывал в Херсонской, Луганской республике, теперь в Донецкой. В декабре прошлого года на боевых позициях бойцы татарстанских батальонов получали часы от президента Татарстана с надписью «За верность долгу». Летом этого года военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер» были вручены государственные награды нашей республики – медали ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Слышали вашу честь? Это не считая постоянных доставок всего необходимого от продуктов и одежды до передвижных бань, специального оборудования, вооружений, автомобилей. По поручению главы Республики Татарстан, нашего Раиса, и по поручению председателя правительства Республики Татарстан передается техника для использования в боевой обстановке нашим именным подразделениям, батальону «Алга» и батальону «Тимер». Прошу вас, соответственно, берегите технику и помните, что Татарстан всегда помогал и будет помогать нашим замечательным боевым батальонам. Я благодарю президента Республики Татарстан и правительство Республики Татарстан, а также всю республику за большую поддержку, внимание, которое вы оказываете нашему батальону. Спасибо вам большое. Мы вас не подведем. Пользуйтесь, используйте автомобиль по назначению. Спасибо. Дай Бог вам здоровья, берегите себя, берегите людей. От лица всего батальона, от личного состава огромная благодарность правительству Республики Татарстан и всех людей, кто занят этим благородным делом, помогает нам здесь на линии фронта. В Татарстане были набраны и новые воинские формирования, которые летом этого года тоже зашли в зону проведения специальной военной операции. Нам удалось пообщаться с одним из представителей командования. Для него это второй полк из Татарстана. До этого командовал подразделением мобилизованных. Очень достойно люди уже и подготовились, и система подготовки у них намного выше, чем при мобилизации. И мотивация у людей. Самое главное – это мотивация. Уже даже успели сорвать наступление одно и получить некоторые, не буду называть фамилии, награды уже за это. И в очередной раз убеждаемся, что большинство военнослужащих здесь по идейным соображениям, с патриотическими чувствами. И они уверены в том, что малая родина их всегда поддержит. У меня полк не только Татарстан, а несколько республик. Точнее, 3. Удмуртия, Татарстан и Кемерово. Больше всего мы пока видим поддержки от Татарстана. Стойко держатся. Некоторые уже подходят, когда мы пойдем наступать, им надо. Алга всегда впереди. На наши позиции никто особо не любит заходить-то. Потому что мы на самых тяжелых позициях. Мы сдерживали, батальоном сдерживали порядка, как нам потом сказали, 3-4 тысяч человек. Мы их сдерживали 3 дня. Стал, ценить, что имею, уважение к близким родственникам. Знаю, что они меня любят, ждут, что я вернусь с СВО, жив-здоров. Мировоззрение поменялось. То бишь, раньше, если я об этом не думал, то сейчас уже совсем другие, мысли. Надо победить все это, быстрее все это закончить. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Ильдар Зиаддинов. 7 дней. Донецкая Народная Республика. У белорусской писательницы украинского происхождения Светланы Алексеевич есть книга «У войны не женское лицо». Одна из самых известных в мире книг о войне. В 2015 году Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию по литературе. «Пишу не о войне, а о человеке на войне. Пишу не историю войны, а историю чувств», подчеркивала автор книги, которая рассказывает о Великой Отечественной войне через воспоминания женщин. Спираль истории завернулась так, что и в 21 веке уже есть новый повод для таких произведений. Героиня нашего сюжета Марта. Когда ей был 21 год, она подписала контракт и стала участницей специальной военной операции, будучи студенткой Казанского федерального университета. Она стала и участницей нашего телемарафона «Все свои», который прошел 17 октября. Марта никого не оставила равнодушным.
действительно Спасибо. меня удивили. Пример Спасибо. для многих. Спасибо вам большое за эту Да, мне беседу. кажется, удивление для всех вообще. Удивила Марта когда-то и друзей, и одногруппников, и преподавателей Казанского федерального университета, когда они узнали, что в 21 год девушка решила стать участницей специальной военной операции. Казанский университет, он как появился? До того, как ты попала в зону СВО? Да, или- я поступила еще за несколько месяцев до того, как я попала на фронт. Вот я поступила на педагогическое направление, 2 иностранных языка изучаю, 2-й год уже. То есть будешь преподавателем, учителем? Нет, переводчиком. Просто интересно, языки изучать легко дается. Стараюсь совмещать, как-то сдавать задания, приезжаю на сессии. То есть заочка получается? Нет, у меня очная. Очная даже? Да. То есть какие-то такие все-таки особенные условия? Ну да, приходится иногда. Насколько часто все-таки получается появляться на учебе? Каждый день пока что я здесь, уже 2-й месяц хожу. И отсюда же, опять же, все-таки куда-то на тренировки ходите, да? Стрелковый центр, либо там фитнес, либо на плавание. Всегда занимаюсь активным образом жизни. Меняю обстановку спокойно, нет такого предпочтения особых. И здесь комфортно, и там, туда иногда тянет. Все-таки тянет. Да. Там друзья, товарищи, братство наше. Свободное от учебы время, чтобы не забывались навыки, решила посетить спортивный центр «Динамо». То есть ни дня без тренировки, да? Марта? Да, сегодня один из таких дней, когда выходной в университете, и вот нужно уже бежать на тренировку. Здравствуйте. Добрый день. Бегом разминаться. Здесь условия близкие к идеальным. И сверху ничего не падает, и летнего зноя или пронизывающего осеннего ветра тоже нет. Там лежишь на земле, как правило, не в тепле, с подсветкой еще. У тебя отвлекаются такие коптеры, летающие над тобой, и вертолеты. Здесь интересно тренироваться. Спортивная винтовка, конечно, сильно отличается от боевого оружия, но по весу примерно такая же. Ощутимая разница в силе нажатия на спусковой крючок и отдачи. При работе с боевым оружием выстрел ощущает все тело. Снимала на память тренировку и на полигоне. Там расстояние до цели измеряются иногда в километрах, здесь в десятках метров. Но к спортивному оружию оказалось нужен другой подход, хотя есть и общее с боевым. Прицел как это? АК 12, такой же прицел. Большая мечта с детства стать военной осуществилась. Контракт подписывала в Тамбовской области и практически сразу оказалась в действующем подразделении на территории проведения специальной военной операции. Как ребята вы Ребят, встречали, да? Вот я да? про них хотела, да. Нормально восприняли, сначала немножко удивленно, но ничего. В моем взводе, по крайней мере, очень доброжелательно относились. Наоборот, ну, приятно, что все пацаны, хоть одна девочка у них во взводе. Ну, не у всех есть. Подружились, и там реально узнали, что такая настоящая дружба. Такой дружбы, как там, наверное, нигде нет. Может, даже легче в мужском коллективе несколько работать. Не знаю, мне по кайфу. Никто тебя не обижает, никто не трогает. Какие-то там отношения межличностного характера уже запрещены. То есть все понимают. Но серьезные ребята, там все добровольцы уже за плечами по 5-10 лет в ВДВ. Изначально в голове прокручивались разные варианты. Внутренне подготовилась к самому худшему. Но в первые дни и даже месяцы, как и всем, было особенно страшно. Со временем привыкла. Приехала после первого контракта таким с ПТСРом, с расстройством стрессовым, что вот даже здесь вот был страх какой-то, который сохранился от тех мест. Не знаю, как-то привыкаешь уже, и все. Как-то рациональность появляется, что ну нет, не убьют, почему, не должны. Ну, в общем, уже не боишься, уже все равно вообще. Убьют, вообще плевать. Да, со временем так, а что бояться? Потому что долго, когда человек находится в стрессе, в страхе, он скорее сойдет с ума. Как-то была работа внутри себя с этим страхом? Да нет, само как-то. Ребята не боялись, и все, я или не показывали свой страх, и я как-то тоже старалась так же. Не знаю, просто со временем привыкаешь. Были прилеты поблизости, контузии, ранения. Вытаскивала под снайперским обстрелом раненого товарища. Сейчас подходит к концу уже 2-й контракт. Как и многие бойцы, говорит, что идти туда нужно осознанно, без принуждения. Но если человек боится, вот ничего ты с этим не сделаешь. Он будет вас тянуть обратно. Вот
Вы не можете вот уйти без одного, без двух человек, вот просто так их оставить в лесу. А надо штурмовать, нужно там идти вперед. То есть они вас тянут назад, там, выдают ваши позиции. Там. Но нет такого ощущения, что вот, не знаю, вот эти вот мужики, взрослые мужики здоровые, да, прячутся за спиной вот... Да нет, никто не прячется за моей спиной, ни разу никто не прятался, наоборот. Мне всегда давали выбор, хочешь езжай на передовую, хочешь нет. Перед каждым выбором прям командир подходил, поедешь нет. Я, то есть, либо составляю на тебя боевое распоряжение, пишется на каждого. То есть это твой выбор. Каждый, то есть у мужчин нет такого, чтобы их выбор был. Это мой выбор был, в принципе. Многие говорят, девушкам на войне не место, наоборот, ведь никто не просил тебя туда приезжать. Вот. Ну, ты решил сделать это дело, так что дерзай. В линеечку ноги. В линеечку. Чуть пошире, тебе будет устойчивее стоять. Вдруг потом придется стрелять где-нибудь стоя. Все, носок заверни или пятку. То есть параллельно, чтобы было, да. Это самая, вот я тебе говорю, самая устойчивая позиция. Вот. Устойчиво стоять на ногах – навык, который нужен всегда и везде. Тренер подскажет, но набираться опыта приходится самой. Тренироваться никогда не поздно, как и учиться тем самым иностранным языкам, например. Мирная жизнь наступит, и кроме военного дела очень хочется стать переводчиком. Сейчас надо доучиться. Но потом уже будут старшие курсы, где будет сложнее. Вот я про это. Там особо важно уже посещать все занятия. В ближайшие дни снова вернется к боевым братьям, и там, по возможности, будет выполнять учебные задания. Сил придают отношения местных жителей. Вот в Луганске и Донецке особенно заметно, когда приезжаешь туда, ну, местные жители как к тебе относятся, прям там в магазине стоишь где-то, ждешь ребят, там подходят, ну, желают победы там скорой, вот, все расспрашивают. Ну и традиционный наш вопрос, почему мы победим? Потому что у нас, не знаю, наверное, самая сильная армия в мире, самые отважные войны. И самый надежный тыл, наверное, в виде жен, матерей наших бойцов. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, 7 дней. Другой теме, которая, судя по масштабам проблемы, прочно закрепится в топ обсуждаемых на всех уровнях. В республике количество свободных рабочих мест к концу года увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. На одного безработного, напомню, приходится 8 вакансий. И это при том, что предлагаемые зарплаты выросли на 30%. А специалистов все равно нет. И это не только рабочие профессии или инженерные специальности. В лидерах спроса управление персоналом, административная работа и сфера развлечений. И это при том, что традиционно дефицитные в плане кадров сферы образования, медицины, сельского хозяйства так и не смогли заполнить свои пробелы. Ведущие заводы также испытывают кадровый голод. Да что говорить о высококвалифицированных кадрах, требующих многолетней подготовки. В Казани уже некому убирать улицы. Для выполнения норматива необходимо набрать более 3000 дворников. Победа над безработицей, благо или провалы в экономике? Какие пути есть и можно ли привязать выпускника вуза или СУЗа к конкретному рабочему месту? Татьяна Тимошенко разбиралась в кадровом вопросе. Рука товарища Кирова, выпускника Казанского механико-технического училища и строителя советской промышленности, оптимистично указывает вперед, да только будущие молодые специалисты расходятся кто влево, кто вправо. Официально свободных вакансий в республике 45 тысяч. На производство требуется почти 8 тысяч человек, в строительстве не хватает 4 тысячи, транспорт 3 тысячи и примерно равные доли по 2 тысячи вакансий в сфере продаж бытового обслуживания, здравоохранения и образования. Кадровый голод заставляет вспомнить былое, практику отработки потраченных бюджетных средств на обучение так нужных специалистов. Ты представляешь, они меня послали в эти озерки. Так очень хорошо. А что хорошего, я туда не поеду. Почему не поедешь? Я отказался и буду ждать направления в Арктику. Ах, вот оно что. Вот когда у тебя будет 3 сыновей, вот тогда ты им скажешь, что я очень хотел работать в тундре, а еще больше хотел работать в Арктике. Но меня послали в озерки, и я проработал там всю свою жизнь, потому что так было нужно.
Нехватка тех, кого никаким роботом не заменить, учителей в республике около 2000, и цифра эта постоянно из года в год. Сейчас в общей сложности специальность учитель за государственный счет получают 1800 студентов. Если они все придут через 5 лет к нам, мы закроем наши вакансии, у нас не будет такого, что нехватка кадров. Но, к сожалению, мы понимаем, что бюджет принимается без обязательств. Министерство образования достаточно большой вот такой мониторинг ведет на 7 лет. То есть сколько будет, что будет, как будет, над чем надо работать нам. И уже в 2016 году стало понятно, что будет уменьшаться, то есть увеличивается количество нехватки педагогических кадров, нам надо что-то делать. И, соответственно, было принято решение Раисы в нашей республике, Рустам Нургалиевичем, в то время президентом, что на уровне республики мы имеем возможность подготовить наших педкадров. Механизм целевого обучения на средства бюджета выглядит так. Абитуриент заключает договор с работодателем на весь курс обучения, тот, в свою очередь, обязуется поддерживать его выплатами все годы. Договор на обучение при поступлении заключается с вузом. По его окончании молодой специалист отбывает к месту работы с обязательством отработки в несколько лет. Но за 5-6 лет учебы жизненные обстоятельства могут кардинально измениться, нарушив первоначальные планы. Есть великолепное место в Молдавии, чудная больница. Я не выношу жары. Ну, не нравится. Есть Урал, горы. Карабкайся сам, если тебе нравится. Да что мы, пешки, в конце концов. У меня свои планы. Я хочу жить в Ленинграде. Ты не кипятись. Целевой набор стал целевым обучением, и это больше про трудоустройство, а не про диплом на полке. Так, например, в Казанском федеральном университете на 650 бюджетных мест по разным направлениям поступило только 450 человек. Я думаю, то, что нужно развивать в целом партнерские отношения между вузами и организациями, которые направляют договора для целевого обучения и самих целевиков на обучение в те или иные организации, плотно взаимодействовать, проводить широкую профориентационную кампанию, чтобы абитуриенты, поступая в вуз, уже знали, где они будут работать, чтобы они уже знакомились с тем местом, где они планируют осуществлять трудовую деятельность. Целевое обучение накладывает ответственность. Студент, если бросает учебу или не выходит на работу, возвращает деньги заказчику. За все годы обучения работодатель обязан возместить стоимость обучения уже учебному заведению. Пока такие случаи единичны, но все равно вопрос договора – это скорее о профориентации, а не мотивации. Подготовка будущих рабочих рук и светлых голов становится стратегической политикой самих работодателей. Нужны очень компетентные, специалисты, которые, разбираются в современных технологиях, которые умеют работать. Если вы хотите иметь хорошего специалиста, во-первых, его надо со школьной скамьи подбирать, там где-то с 9-8 класса, приближать к себе и потом направлять к нам на обучение. Пускай это будут дети, ваших лучших работников, ваших специалистов, чтобы была преемственность. Пускай и направляйте вот этих ребят, девчат к нам на учебу, выплаты стипендий, с поддержкой, что они должны чувствовать, что они уже кому-то нужны. Вот это главное. Кадровый вопрос – это запрос на долгосрочную перспективу в масштабе экономики, требующий гибких решений. На базе научно-технического прогресса обеспечить, высвобождение людей на одних участках и направить их на другие, где они востребованы. Это как раз естественное решение этой проблемы. Ну и второе, конечно, я думаю, это очень аккуратная миграционная политика. У нас еще потенциал есть где? Кого можно задействовать? И кто хотел бы работать, конечно. Это женщины и пенсионеры. Женщины и пенсионеры. Но для женщин, даже как для пенсионеров, должны быть свои режимы. Изменения следуют. В январе будут опубликованы новые правила приема. Предполагается, что абитуриенты и студенты сами смогут выбирать себе работодателя, кто поддержал бы их во время учебы на единой платформе. Тогда и договоры можно будет подписать уже после поступления и заранее определиться с местом работы по всей стране. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Наша сила заключается в том, что мы до начала игры анализируем все. Нужно всегда показывать уровень, держать себя на высшей планке этого мастерства. Идем на рекорд. Почему победа не может быть дежурной и как выиграть 3 трофея за сезон? В
Доме правительства Рустам Минниханов встретился с ректором Российского государственного университета правосудия Владимиром Кулаковым. Обсудили вопросы сотрудничества в части подготовки специалистов, переподготовки работников в сфере юстиции мировых судей. Программа капремонта многоквартирных домов выполнена на 99%. Об этом сообщил глава Минстроя Марат Айзатуллин на республиканском совещании с Рустамом Миннихановым. Сейчас подрядчики продолжают работать в 23 многоквартирных домах. Полностью завершены работы на 702 объектах. Соблюдать жесткую финансовую дисциплину потребовал в понедельник Рустам Минниханов. В 33 районах снизилось поступление земельного налога. В 2 муниципалитетах НДФЛ, это Новошишминск и Апастово, снизились поступления по налогу на прибыль в ряде татарстанских предприятий. Об этом говорили в Доме правительства. В Алексеевске после капремонта открылся новый молодежный центр «Синергия». Построенное еще в 90-е годы здание превратилось в ультрасовременное пространство для творчества, развития и отдыха ребят. Обновленный объект осмотрел председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Рустам Минниханов встретился с новым генеральным консулом Турции в Казани Угуром и Елмазом. Он приступил к работе с 1 октября. Раис республики пожелал ему успехов в новой должности. Встреча прошла в Казанском Кремле в преддверии столетия провозглашения Турецкой республики. Ежегодно праздник отмечается 29 октября. Рустам Минниханов поздравил турецкий народ и пожелал дальнейшего процветания. Фарид Мухаммедшин провел прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия». К нему обратилась руководитель Центра для семей с ограниченными возможностями здоровья «Все для детей» Далия Гайнанова. Она поблагодарила Фарида Мухаммедшина за поддержку и содействие в создании виртуального маршрутизатора на портале госуслуг для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Рустам Минниханов встретился с заместителем министра экономики Ирана Мухаммадом Джавадом Шарифзаде. Он находился в Татарстане с рабочим визитом для участия в церемонии открытия в Казани офиса «Мир Бизнес Банк». Это подразделение иранского банка «Банк Милли Иран». Рустам Минниханов отметил, данный проект – конкретный пример практической реализации татарстанско-иранского сотрудничества. В преддверии Дня народного единства и Конституции Татарстана прошла торжественная церемония вручения государственных наград. Выдающихся татарстанцев в Казанском Кремле чествовал Фарид Мухаммедшин. 51 награда, звания, медали, ордена получили промышленники, врачи, педагоги, ученые, деятели искусств. Рустам Минниханов встретился с художественным руководителем группы «Ялла» узбекским певцом Фарухом Закировым. Гость прибыл в нашу республику для участия в международном фестивале «Восточный базар». Заключительный гала-концерт прошел в «Пирамиде». Полимеры для ЖКХ и строительства, технологии сварки и защитные покрытия, цифровые двойники для монтажа и луноход для чистки резервуаров. Новые проекты обсуждали на заседании Татнефтехим Инвестхолдинга. Его провел Рустам Минниханов. Традиционно здесь рассматривали прорывные идеи для развития республики. С начала года нефтяники республики добыли 26,5 миллионов тонн черного золота. 5 миллионов приходится на малые нефтяные компании. Итоги их деятельности подвели в Доме правительства. С руководителями предприятий совещание провел Рустам Минниханов. Рустам Минниханов в Доме правительства обсудил вопросы строительства нового курорта «Казань-Марина», который расположится в Лаишево. Он сможет ежегодно принимать до 600 тысяч туристов. Планируется, что новый курорт станет центром межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь». В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 95%. Застройщикам сдано почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил профильный министр на совещании в Доме правительства с Рустамом Миннихановым. По программе соципотеки возведено 36 домов. На следующей неделе в России отметят День народного единства. Все мероприятия в честь праздника провести на высоком уровне, поручил Рустам Минниханов главам городов и районов. День народного единства масштабно проведут во всех муниципалитетах, подчеркнули на заседании. В Москве полным ходом идет подготовка к международной выставке форума «Россия». Это демонстрация главных достижений страны, и откроется она на ВДНХ в День народного единства. Участниками станут 89 регионов. Один из самых красочных и привлекательных обещает стать стенд нашей республики. Его площадь 130 квадратных метров. Амбассадорами, то есть послами от республики, станут известные медиаличности. Волейбольный «Зенит» из Казани взял первый престижный трофей в этом сезоне Суперкубок России. На своей площадке казанцы со счетом 3-0 обыграли московских «Динамовцев». Матч был особенным, ведь ранее наши волейболисты, действующие победители Суперлиги, уступили принципиальному сопернику в Кубке Столетия, ведя по сетам 2-0. Дома при неистовой поддержке трибун «Зенит» оказался сильнее и заслуженно победил. Отметим, что казанцы стали обладателями Суперкубка России в 9-й раз.
Мы продолжаем программу «7 дней». Сегодня День работников автомобильного транспорта. Это очень важная отрасль масштаба всей страны. Этот праздник отмечают представители самых разных профессий. Водители, ремонтники, инженеры, конструкторы, работники профильных предприятий и организаций. Только в этом году транспортные предприятия республики перевезли 291 миллион человек, порядка 160 миллионов тонн-километров грузов. В республике реализуется большая программа по приобретению более 400 автобусов. Раис Республики Татарстан, президент «Моего сердца» Рустам Минниханов поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Он подчеркнул, сегодня перед отраслью стоят важнейшие задачи: внедрение новых логистических маршрутов, обеспечение эффективности и безопасности перевозок, высокой культуры обслуживания. О том, какими достижениями запомнится этот год для транспортной сферы, какие проблемы стоят перед отраслью и какие будут реализовываться поставленные Раисом Республики задачи, мы поговорили с министром транспорта и дорожного хозяйства Фаритом Ханифовым. За последние месяцы у нас почти 300 миллионов человек перевезли транспортные предприятия, порядка 160 миллионов тонн-километров грузов. Такая сложная логистика соединения вот этих транспортных путей, культура обслуживания. Какие вот сейчас основные задачи стоят перед Минтрансом и какие проблемы, может быть, которые предстоит решить или уже решились? Вообще транспортная отрасль нашей республики представлена очень достойно. Сегодня самый главный ресурс и важный ресурс – это, конечно, люди. У нас более 75 тысяч человек работает, и мы приросли на 2% по количеству по сравнению с прошлым годом. Эта динамика сохраняется. А вот в части отрасли непосредственно транспортной – это 62 тысячи человек работает, сегодня трудится. Рост солидный, поэтому мы очень благодарны людям этой профессии. Различные осваиваются направления, вектор, но вот основные из них это, конечно, грузовой транспорт, пассажирский транспорт. Более 26 тысяч в грузовом транспорте работают людей, почти 10 тысяч на общественном транспорте. И вот люди этой профессии, конечно же, очень преданы своей работе, своей профессии. Особенно это перевозка пассажиров. В прошлом году мы рамку осилили 350 миллионов перевезенных пассажиров. В этом году, по нашим расчетам, это где-то будет 395 миллионов пассажиров. Минимум 5-7% будет рост по сравнению с прошлым годом. Сегодня есть проблема, или точнее даже вопрос возрастных машин, то есть автобусов. Вот, задача стоит, чтобы автобусы 7 лет и старше, 10 лет и старше, большие автобусы уходили бы на покой, на списание, и вот взамен них должны приходить новые, более комфортабельные автобусы. И не просто новые, комфортабельные, но еще и оборудованные цифровым оборудованием, то есть там есть видеокамеры, там есть счетчик пассажиропотока, там есть возможность приобретать билеты не за наличный расчет, с валидаторами. Сегодня вот как раз по этой программе, благодаря поддержке нашего Рустама Нургалиевича и правительства, реализуется программа закупки таких автобусов. Очередной транш. Мы будем приобретать 418 автобусов. Казань приобретает 253 автобуса. Вот мы заявку подготовили. Набережные Челны по 2 программам приобретает 100 автобусов. И вот мы приобретаем 121 автобус. Это 12 муниципальных образований. В том числе эти автобусы будут направлены в наши проблемные города. Лениногорск, Бугульма, Нижнекамск, для того, чтобы где-то еще более поддержать общественный транспорт, пассажиропоток, развитие пассажиропотока, ну и где-то восстановить. Вот в Лениногорске и Бугульма работаем над восстановлением, в общем-то,
потеряно в свое время таких, к сожалению, событий, когда общественный транспорт практически в этих городах просел. Все автобусы будут привязаны к ГЛОНАССу, то есть буквально все пассажиры могут иметь возможность отслеживать свой автобус, когда он подходит к остановке. Сегодня отрасль трансформируется, и вот следующий шаг цифровизации, это как раз-таки будет такая, что любой гражданин, который перемещается с точки А в точку Б, может открыть приложение, и ему уже искусственный интеллект рассчитает, как с точки А, с любой точки нашей большой страны добраться в другую точку, подскажет авиация, или там железная дорога, или река, или автобус. Все будет за него рассчитывать искусственный интеллект. Многие говорят про этот дефицит кадров, водителей, кондукторов. Как вообще дело обстоит с этим? У нас по республике вообще минимальное сегодня соотношение показателей безработицы, то есть очень большая востребованность. В том числе, конечно же, в отрасли пассажирских перевозок и грузовых перевозок такой вопрос стоит. Мы бы хотели, чтобы этот потенциал становился более молодым, приходила молодежь. Для этого, конечно же, нужны несколько условий, мы их знаем. Повышение заработной платы, на это особо уделяется внимание. Если, например, по сравнению с прошлым годом заработная плата на грузовом транспорте выросла на 50%, то есть 150% к уровню прошлого года. Достигнула цифры более 60 тысяч рублей, а вот пассажирские перевозки тоже рост примерно 18-20%, 54 тысячи рублей в среднем заработная плата по этой отрасли. Дальнейшее повышение, разумеется, будет. Есть и инфляционные такие моменты, поэтому качеству водительского состава уделяется очень большое внимание, потому что от их работы, от их отношения к дисциплине, к безопасному движению этого транспорта зависит напрямую жизнь и здоровье наших горожан. Рост пассажиропотока – это показатель того, что у нас общественный транспорт представлен комфортным видом транспорта, комфортным и с точки зрения отношений водителей и кондукторов к пассажирам, вовремя реагирует на замечания пассажиров, бывает предложения от пассажиров. Вот это все ведет к тому, что рост пассажиропотока устойчивый. Я бы сегодня хотел поздравить всех наших коллег, всех автолюбителей, всех водителей автобусов, грузовых машин с нашим профессиональным праздником. Профессия водителя – это особое явление. На сегодняшний день это очень социальный вид профессии. Мы напрямую каждый день контактируем с сотнями, тысячами людьми. Огромный труд, поддержка нашего Раиса Республики, поддержка правительства нашей республики делает все более комфортными перевозки и общественным транспортом. Большие объемы работ на плечах наших грузоперевозчиков, огромный труд, который они сегодня справляются, многомиллионные перевозки. Я бы хотел поздравить их, пожелать здоровья и их семьям, пожелать, чтобы в семье был мир и лад, потому что водители находятся целый день на работе, иногда сутками на работе находятся. Я бы хотел, чтобы семьи их поддерживали, чтобы они ощущали везде заботу. Здоровья, счастья, успехов, мирного неба нам всем. А теперь о спорте. Помните, как говорили советские дикторы? Татарстанский клуб по хоккею на траве «Динамо Ак Барс» завоевал золотые медали чемпионата страны. Большой успех республики, заслуженная и закономерная победа динамовцев, главного тренера Араика Маргаряна и всего коллектива. Тот, кто посмотрит на статистику выступлений казанского клуба за последние даже 15 лет, неосторожно скажет: очередная, можно сказать, дежурная победа. И 100% будет неправ.
Формально, да, победа действительно очередная, но вне всяких сомнений, выстраданная и волевая. Для тех, кто следит за выступлениями наших команд, не только исходя из заметок в прессе, кто хоть немного знаком со спортом изнутри, это долго объяснять не надо. Взобраться на вершину непросто, но во 100 крат сложнее удержаться на ней. Год, 2, 5 лет и далее. А теперь представьте, что «Динамо Ак-Барс» выигрывает чемпионат в 21 раз и 15 раз подряд. Совершенно фантастическое, уникальное достижение для российского спорта точно. К тому же в этом году наш клуб не проиграл ни одной встречи при всего 3 ничьих. И сделал, как говорят в спорте, требл, то есть выиграл сразу 3 трофея за один сезон. Чемпионат, Кубок России и Суперкубок. Каково это победить, вихрем ворваться на вершину успеха, а во 2-й, 3-й, 5-й раз, а в 21-й раз? Если вы думаете, что эмоции притупляются, стихают, посмотрите на этих ребят, на эти практически слезы радости. Да, среди парней из казанского «Динамо Ак-Барс» есть и те, для кого это первая победа или вторая, а есть и те, что давно сбились со счету. Но один важный и принципиальный момент. Первая это победа или 21-я, она в любом случае уникальная, новая, неповторимая. Каждый сезон не похож на предыдущий. К примеру, в прошлом году Казань неистово догоняла ушедшего в отрыв принципиального соперника из «Электростали». Догнала и перегнала. Этот сезон прошлась, можно сказать, катком по всем конкурентам. Ни единого поражения и всего 3 ничьи. Остальное победы. И 2-й год подряд сделала, как говорят комментаторы, золотой требл, то есть выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Нынешний успех, как и все предыдущие победы, невозможно представить без 2 людей. Состав команды меняется. Одни игроки заканчивают карьеру, им на смену приходят новые таланты, но есть неизменные фигуры во главе казанского коллектива, одни из главных творцов наших побед. Это руководитель администрации Раиса Татарстана и председатель татарстанского общества «Динамо» Азгат Сафаров и, конечно, Араик Маргарян, практически легендарный наставник легендарного клуба из Казани. Армянин по происхождению и, как признался сам Араик Арташевич, настоящий патриот нашей республики и родного города, без которых он давно не представляет своей жизни и судьбы. Я очень горд и счастлив, что оказался в Татарстане, потому что в результате я состоялся и как отец, и как дедушка, и как муж. В чем секрет ваших побед? Наверное, один из самых банальных вопросов главному тренеру, который Араику Арташевичу задают постоянно примерно с середины нулевых годов. Банальный ответ прозвучит как в том анекдоте-присказке об идеальном состоянии английских газонов. Секрет прост. Нужно утром поливать, а вечером стричь, и так 300 лет. Гиперответственный тренер и психолог Маргарян создал свою команду не за 1 год. И по сей день, уделяя огромное внимание каждодневной работе с игроками, изучению их психологии, доскональному изучению своих соперников. Если команда проигрывает, проиграл тренер, а если выигрывают игроки, выиграл, я с этим полностью согласен. Надо уметь профессионально достучаться до игрока, чтобы эффективно использовать его, принося победы. В этом плане надо психология и знание жизни молодежи, чем они дышат, найти подход. Наша сила заключается в том, что мы до начала игры анализируем все возможности и слабости соперника и наши сильные стороны. Важный фактор успеха – сами игроки, их мастерство и игровые качества. В лучшей команде должны быть лучшие исполнители. Это аксиома. Максимально реализовать их потенциал – задача уже главного тренера. В прошлом году в Казань из «Электростали» переехал Георгий Арусия. В этом году он впервые стал и чемпионом страны, и признан лучшим игроком сезона. Я считаю, что лучших выбирают, но все равно... Это командный вид спорта, и здесь все решает команда. То есть, если бы не наши ребята из моей команды, то я бы и не стал без них лучшим. Поэтому я благодарен им, в первую очередь, благодарен всем тренерам. Лучший страж ворот этого сезона также игрок «Динамо Ак-Барс». Знакомьтесь, этот высокий молодой человек, наш вратарь Иван Ожерельев. Этот сезон был тяжел в том, что нужно всегда показывать уровень, держать себя на высшей планке этого мастерства, потому что каждый раз соперники все равно же, они тоже люди, они ждут, когда мы оступимся. Но вот тут очень важно сохранять тот баланс, ту уверенность, ту надежность, чтобы не дать такой возможности сопернику вообще даже думать об этом.
Поздравления принимает не только главный тренер команды и игроки, а весь коллектив «Динамо Ак Барс». А это и спонсоры, и медицинская служба, врач, массажист, водители, администраторы, начальник команды. И, конечно, на чемпионов с гордостью смотрят подрастающее поколение спортивной школы «Динамо». А это почти 900 ребят. В республике созданы максимально комфортные условия для тренировок и достижения высоких результатов. Большой вклад в укрепление боевого духа команды вносит и неизменная поддержка ваших семей, друзей, болельщиков и всех татарстанцев. Свой стадион, мощная инфраструктура, база, крепкий фундамент, на котором основываются победы татарстанских команд по хоккею на траве, мужской и женской. Второй вратарь нашей команды Андрей Серебряков – воспитанник Казанской школы хоккея на траве. Приходит, конечно, да, приятно увидеть лица, с кем учился, с кем живешь рядом. Уже традиционные подарки от команды Раису Татарстана Рустаму Миниханову, золотая медаль и памятная клюшка. Заслуженный отдых и по старой схеме, как говорят коллеги и друзья, хоккеисты из Ак Барса, только честный труд. А как сохранить победный дух в раздевалке, Араик Маргарян и наши парни точно знают. Каждый по-своему настраивается. Ну, в основном у нас музыка играет в раздевалке. Все настраиваются, сидят. Тренерский состав рассказывает установку. Все. И в бой. Внутренняя атмосфера, которая царит в раздевалке, в команде, это вот заряжает на еще больше победы. И после этого хочется не только останавливаться, не то, что даже мысли нет, что остановиться, а наоборот еще достичь. Вот. И я думаю, что каждый из нас, наоборот, делает с каждым разом еще более уверенные шаги к достижению новых вершин. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней. Какие ассоциации у вас вызывает слово «пенсионер»? Много ли из них тех, кто продолжает активно развиваться вопреки возрасту? В Казани дан старт играм долголетия, соревнованиям для пенсионеров в рамках проекта «Жизнелюб». Проект, который показал и доказал. В нашем городе множество бабушек и дедушек, которых ставят в пример другим. А все из-за невероятной трудоспособности, активности и, главное, любви к жизни. Соревнования объединят как профессионалов, так и простых любителей физической активности. Официальное открытие состоялось в начале октября в спортивных соревнованиях по 7 видам спорта. Плавание, настольный теннис, дартс, легкоатлетический кросс, шахматы, скандинавская ходьба и ГТО. Игры продлятся до мая следующего года. Участвовать может каждый в возрасте 55+. Выявление профессионалов, конечно, не цель. Идеологии игр самые обыкновенные и самые правильные. Доказать и показать. Возраст не помеха, а возможности человека безграничны. Ближайшие игры пройдут на следующей неделе. Ну а пока жизнелюбы приходят заниматься и тренироваться не сколько для состязаний, сколько для себя. А тех, для кого старость в радость, расскажет Диляра Юсупова. У нас есть даже 80-летние. 79. А мне 70, представляете, я настолько стою. Да. Так, а вот где у нас? Вот Ниночка у нас 85. Как ни старались, мы не смогли разделить этих прекрасных дам. Интервью они так и давали командой. Вот сколько нас человек всегда ходило, нас очень много, компания у нас очень хорошая, все очень воспитанные, культурные, интересные, и все хотят оздоравливаться. Людмила Владимировна в спешке показывает нам фотографии 10-летней давности. Их команда сформировалась, когда вас еще не было, шутит здесь. Они могли бы раскачиваться в кресле-качалке в 4 стенах скучной квартиры. Но они здесь и уже не объясняют никому, что возраст мало что значит. Гораздо эффективнее продемонстрировать. Составила программу по всем источникам, какие нашла я, и ходила по всем спортивным каким-то заведениям, где можно было найти что-то интересное и важное. Но мы каждый раз что-то дополняем. Я инвалид 2 группы, я не могла даже наклоняться. Я думала, я никогда не смогу. А сейчас с удовольствием хожу и рада. Дай Бог всем здоровья. Всему научилась. И наклоняться, и делать все упражнения. Березку не могла делать. Сейчас хорошо делаю.
За последние 15 лет они не сидели ни дня. Теперь каждый день в спорткомплекс обязательно приходят несколько десятков человек. Приходят не только заниматься, а узнать последние новости. В качестве помощи им иногда предлагают стул, на что лишь скидывают бровь. Разве можно встречать друг друга сидя? Все скучают. И некоторые даже когда-то говорят, быстрее бы лето кончилось, мы бы вернулись и гимнастикой своей занимались. Я говорю, ну как, лето, это же так здорово, тепло, все такое. Нет, скучно нам. И вот теперь, да, мы скучаем друг по другу. Мы очень... Вот у нас женский клуб уже. Да, у нас... Мы все праздники мы вместе. Дни рождения всегда вместе. Смирно! Начнем с приседания. Раз, два, раз. В нашем случае самые активные женщины, да и самые спортивные. Очень нам нравится. Серьезно? Это, наоборот, мне не нравится. На дистанции Рамзия Латыпова приплывает первой, обгоняя даже мужчин. Мужчины, впрочем, тоже здесь. Рустам Мухамедзянов всю жизнь проработал на авиационном заводе. И на вопрос «почему?» выдвигает простой тезис. Ты стар только тогда, когда веришь в это. Поверь в то, что ты можешь, и делай. Вставайте, пожалуйста, с своих мест, идите в парк, занимайтесь, приходите сюда в бассейн. Старость не радость, но, говорит, и в старости есть свои радости, когда, говорит, занимаюсь своим любимым, говорится, видом спорта. Душа у меня молодая, я не старая, так что извините. Все изменилось, все так радостно, мы все тут счастливые, все довольные, все бабушки улыбаются. Нам очень нравится. У меня чуть-чуть колено болело, а был чуть-чуть хондроз. Надо даже, это все как будто бы ушло. Проект «Жизнелюб» стартовал в 2016 году. Он направлен на творческую самореализацию, поддержание здоровья и долголетия людей золотого возраста. Если на старте количество его постоянных участников было около 2000, то сегодня в мероприятиях «Жизнелюбов» ежегодно участвует порядка 100 тысяч человек. Жизнь продолжается, на самом деле, это показать тем пример, то, что кто еще пока смотрит телевизор, что можно выйти на улицу, позаниматься северной ходьбой, позаниматься гимнастикой вместе в гимнастическом зале, пообщаться. Это же не только спорт, это же еще и общение, это всем нужно. Пример всегда того, чтобы многие люди, сидя дома, они выходят в социум. Это в первую очередь это сделано для того, чтобы показать примером то, что активное долголетие не завершается только на возрасте, да, с выходом на пенсию, а показать то, что с выходом на пенсию начинается новая жизнь. У зеркала все ровно по расписанию, а у входа всегда встречают с улыбкой. Встречающий тоже 70 лет, а она все никак не решится. Вы сами почему не участвуете? Я, конечно, буду. Собираюсь участвовать. Они в очереди стоят, прям довольные все. Мы тоже довольны с ними. Скоро я сама буду плавать с ними. Я всю жизнь была спортсменкой. Долгие годы некогда было этим заниматься. И сейчас я в этом спортзале. И мне так нравится. И проигрываем, и выигрываем. И у нас настроение хорошее. Нельзя замыкаться в себе. В городе оборудовано 20 бесплатных площадок для тренировок. К большим играм готовится и наша большая команда гимнасток. Но сначала поздравления для тренера. Мои любимые, милые, я очень элегантные мои девочки. Да, я очень рада. И самое главное, что коллектив, мы команда. Мы не просто вот как каждый по отдельности, а мы команда. Мы приходим, друг другу дарим энергию, настроение, позитив. И самое главное, оздоровительные упражнения помогают жить дальше, двигаться, не болеть и достигать новые высоты. Участие в играх – дело добровольное, но многие готовы помериться силами. Пожилые казанцы будут соревноваться в плавании, настольном теннисе, дарте, легкоатлетическом кроссе, шахматах, скандинавской ходьбе и выполнении норм ГТО. Городской этап завершится в мае, и именно на нем определят самых спортивных пенсионеров Казани. Правда, места в турнирной таблице не будет, ведь каждый из них уже первый для самих себя.
Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Борогозгада ин изготовляклер. Кстати, всех причастных и сочувствующих с Днем Комсомола. Все-таки это наша молодость, наша юность, наши надежды на будущее. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмисыз, в студии Динар Бадруддинов. В Татарстане на предстоящей неделе обещают оттепель. В связи с выходом на европейскую территорию России активного циклона в республике погодные условия существенно изменятся. А сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана все 7 дней будет облачно. Каждый день дожди, в понедельник с мокрым снегом. Осадки прекратятся только к выходным. Температура днем в понедельник 0 градусов, в середине недели от 6 до 10 выше нуля, к выходным ожидается понижение до плюс 2 градусов. Ночью в середине недели тоже тепло, 6-8 градусов со знаком плюс. В остальные дни от 0 до 2 градусов тепла. На юго-востоке примерно такая же картина. В течение недели будет облачно, повсеместно осадки. Сначала в виде мокрого снега, потом в виде дождя. Самым теплым днем станет среда, тогда температура поднимется до плюс 9 градусов. В начале недели 0 градусов и в дневные, и в ночные часы. Затем 6-5 градусов, в конце недели около 3 градусов тепла. Ночью сначала 0-1, затем повышение до 6 градусов выше нуля. В конце недели до плюс 1. В центре республики всю неделю будет еще теплее, сохранится облачность, прогнозируются дожди и мокрый снег. Днем температура дойдет до отметки 12 градусов выше нуля. Такая температура будет в среду. Во вторник и четверг тоже довольно тепло, 7-9 градусов. К выходным станет прохладнее, до 2 градусов тепла. Ночью 0 плюс 1 в начале и в конце недели. В среду и четверг тепло, до плюс 7 градусов. На юго-западе Татарстана ожидается практически идентичная погода. Здесь температура в середине недели поднимется до 8-12 градусов тепла. Ночью ожидается до 7 градусов тепла. В понедельник и пятницу около 2 градусов со знаком плюс. Обещают обильные осадки. На северо-западе республики и в столице Татарстана неделя начнется с мокрого снега и невысоких температур. Днем плюс 1, ночью 0. Затем столбик термометра поднимется сразу до 7, а затем и до 11 градусов. Ночью в середине недели тоже будет тепло, до 7 градусов выше нуля. Понижение температуры ожидается в пятницу, тогда же прекратятся и осадки. Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Хорошего вам настроения. От Наларгос, умышлосса.